Полиомиелит – один из опаснейших недугов. Поражая нервную систему, он в короткие сроки может сделать здорового ребенка инвалидом. Поэтому вакцинировать своих детей или нет – вопроса не возникало, говорит Зульфия Айкажева. Очередную плановую прививку сегодня делают сыну, 5-летнему Абдулкериму. Я всех детей прививаю. Старших уже прививать не надо, младших его я прививаю. У третьего у меня сейчас отказ, а до сих пор я его прививала отказ, потому что у него сахарный диабет. Я не против прививок, никогда не была. Меня прививали, я детей прививаю. Поэтому всех призываю к этому. Это не опасно, наоборот, последствия от этих болезней намного опаснее, как мы знаем. Всего на участке Заиры Муталиевой прививки от полиомиелита подлежат более 400 детей. В рамках двутуровой вакцинации, прошедшей с конца февраля до апреля, в Икажевской амбулатории привили более 300. Несмотря на то, что мнение некоторых родителей насчет вакцинации изменилось в положительную сторону, есть среди них и отказники. А ведь у них уже есть зафиксированные случаи острого вялого паралича у детей. В последнее время было выявлено 2 случая с острым вялым параличом. У одного ребенка уже инвалидность, проходит курсы реабилитации, второй ребенок находится на лечении в настоящее время. По мерам защиты от острого вялого паралича это у нас вакцинация, которая, к сожалению, у нас в республике охвачено очень малое количество детей, родители отказываются, и поэтому риск заражения очень сильно повышен у нас в республике. Лекарства от полиовируса нет, лечение симптоматическое. Единственный способ защиты – выработка нужных антител при помощи вакцинации. Согласно новому календарю прививок, ребенку сначала делают 4 инактивированные вакцины, ну а после – живую. И главное, о чем предупреждают врачи, после живой вакцины от полиомиелита ребенка обязательно разобщают с другими детьми на 2 месяца. Случаев заболевания после прививки на практике у Заиры Муталиевой пока не было. А вот осложнения от полиовируса нешуточные. Конечно, бывает какая-то местная реакция на вакцину, но во всяком случае легче перенести местную реакцию, чем потом инвалидизацию. То есть если у ребенка выявится полиомиелит, он проявляется и в других. Сам полиомиелит проявляется повышением температуры, расстройство стула, мочеиспускания, боли в мышцах. То есть это проявление, когда нервная система не затронута. То есть он нормально перенесет, все хорошо. Но если нервная система затронется, то все, это необратимые парезы и параличи. То есть здесь уже ничего нельзя сделать. Ребенок, к сожалению, на всю жизнь остается инвалидом. Еще одна инфекция, приводящая к бронхиту, отиту, ларингиту, крупу и даже воспалению легких или мозга – корь. Единственная защита от нее, причем как для маленьких, так и взрослых пациентов, тоже вакцинация. Первую прививку ребенку делают 12 месяцев, повторная ревакцинация в 6 лет. После, чтобы сформировать устойчивый иммунитет к болезни, прививку нужно делать каждые 10 лет. Про корь можно сказать, что корь – это слабая, живая, но ослабленная вакцина. То есть ею заболеть и заразить другого ребенка нельзя, но при этом ее, она достаточно для формирования своего иммунитета, но не опасна и для себя, и для окружающих. То есть он не заразится, но иммунитет сформируется, тоже длительный. Некоторым хватает на всю жизнь, некоторых приходится ревакцинироваться в взрослом. Носить маски и соблюдать правила гигиены и держать дистанцию – нехитрые правила, которые могут уберечь от разных заболеваний. Но лучшей защитой по совету медиков все же остается вакцина-профилактика. Ведь любая инфекция может перейти в тяжелую форму. Ни корь, ни полиомиелит, к сожалению, не имеет этиологического лечения, имеет множество осложнений, которых мы можем избежать путем вакцины-профилактики. Поэтому мы призываем всех родителей подумать, поговорить с родными дома и начать вакцину-профилактику от полиомиелита, кори и, в принципе, от всех других инфекций. Медики отмечают, если ребенка вовремя вакцинировали, вероятности заболеть практически нет. В редких случаях заболевание пройдет в легкой форме. Дана Плиева, Абдуллах Алухоев, Новости 24.